Здравствуйте, я Василиса Андреева. Хочу рассказать вам о том, как создавался гимн Чувашской Республики. Гимн – это не просто музыка, это торжественное музыкально-поэтическое произведение. Это символ нашего государства. Идея создания общечувашского гимна появилась еще в 1905 году, когда поэт Яков Турхан на музыку российского гимна написал стихи и опубликовал их в газете «Хыпар» в январе 1906 года. Осенью 1917 года священник Тарас Кириллов сочинил стихотворение «Чуваш халах юри» и сам же написал для него музыку, но и эта песня не нашла поддержки. И только в начале января 1918 года руководитель чувашского хора в Казани Тихон Даниилович Алексеев создал тот гимн, который был поддержан всей чувашской интеллигенцией на музыку русского композитора Кричанинова «Да здравствует Россия, свободная страна». Основой современного гимна послужила песня «Таван-щир жив. Родина, родной край», написанная еще в середине XX века чувашским поэтом Ильей Тукташем и композитором Германом Лебедевым. Герман Лебедев написал свою песню «Таван-щир жив» для пьесы Осипова «В родном краю», поставленной в Чувашском академическом театре в сезоне 1944-1945 годов. И первое ее исполнение было восторженно принято всеми присутствующими в зале. Зрители поднялись и стоя слушали мелодию, ставшую в одно мгновение родной. Торжественность и величавость песни сочеталась с большой теплотой. Ее музыка ярко национальна, близка народной. Песня о родине стала символом радости, победы и надежды на мирную жизнь. Но только через полвека песня, которой завершались многие торжественные мероприятия, стала официальным гимном Чувашии. А было это так. Осенью 1990 года Президиум Верховного Совета Чувашской АССР объявил конкурс на разработку проектов национально-государственной символики, гимна, герба и флага. Конкурсная комиссия рассмотрела поступившие проекты, пришла к выводу, что ни один из них не может быть принят в качестве национального гимна. Большинством голосов первое место присуждено мелодии песни Германа Лебедева «Таван-щир жив. Песня о родине». Но конкурсная комиссия отказалась от слов Ильи Тукташа. Хорошие слова, посчитала комиссия, но исходя из того, что текст написан в 1945 году, связан конкретно с праздником Победы над фашистской Германией, для национального гимна не подходит. А это означает, что теперь на мелодию песни «Таван-щир жив» должен быть написан другой текст гимнического характера. Президиум Верховного Совета согласился с доводами комиссии и утвердил положение об условиях конкурса проектов текстов национального гимна Чувашии. Тщательно обсудив все тексты закрытого конкурса, кафедра чувашской литературы Чувашского университета пришла к выводу, что гимном Чувашской Республики может стать песня «Таван-щир жив» Германа Лебедева на слова Ильи Тукташа с дополненной редакцией. Чувашский текст гимна выражает три круга образов: пробуждение природы к новой жизни, родные, отец, мать, дети, круг семьи, единение и согласие всех родных в чувашском мире, Чувашской Республике. Мы с вами любим и гордимся нашей республикой, а значит, должны гордиться ее символами. Государственный гимн исполняют и слушают стоя. Мужчины снимают головные уборы, слушают гимн молча или подпевают. Такое поведение при исполнении гимна считается достойным. Звучит он в празднике или особо торжественные мероприятия. Он показывает величие, честь, силу, могущество нашей державы. С вами была Василиса Андреева. До новых встреч!